Сама природа определила границы Грузии, и сама история утвердила их. Для государства, расположенного на стыке Европы и Азии, главный Кавказский хребет всегда был той естественной гранью, за которую редко переходило грузинское население. Во все времена более чем 3000-летнего существования Грузии именно Кавказские горы с неприступными вершинами служили своеобразным природным барьером, которое не преодолевало ни местное население, ни северные грузинскому государству соседи. Юго-восток страны огражден горными массивами и большими реками, а западная часть омывается водами Черного моря. Вот в этой ограниченной среде издревле протекала жизнь грузинского народа. Здесь и было создано государство Грузия. Находящаяся на северо-западе Абхазия историко-географически входила в ареал Грузии. В античную эпоху, а впоследствии и в средних веках, абхазы проживали на этой грузинской территории вместе с коренным грузинским населением, принимая активное участие в создании единого грузинского государства. Языком богослужения, языком культуры, языком письменности являлся грузинский. Вся Абхазия покрыта памятниками грузинской архитектуры, в основном церковного характера. На этих памятниках имеются грузинские надписи, которые явно указывают как на национальную принадлежность строителей этих памятников, так и на то население, которое живет вокруг этих памятников. 600 лет в титулах царей грузинского государства на первом месте стоял титул абхазский, а с 15 до 19 века этот же титул принадлежал одному из грузинских царей Имеретинскому. Мы находимся на вершине одного из холмов города Сухуми, на территории замка Баграта. Среди руин этого замка, построенного Багратом III Багратиони, известным грузинским царем, в конце X века, основоположником единого грузинского феодального государства. Недалеко отсюда есть другой замечательный памятник средневекового грузинского зодчества – мост Тамар. Эти два памятника вместе с другими сооружениями являются олицетворением той близости, того историко-культурного единства, которое соединяло грузин и абхазов на протяжении многих веков. В известном обращении абхазского дворянства, датированном 1870 годом, говорится, как и в древние времена, так и теперь жилище, одежда, пища, земледельные орудия, способы ведения сельского хозяйства в Абхазии совершенно те же, что и в Грузии. Название множества местностей грузинского происхождения. Повод считать Абхазию отдельной от Грузии может дать только язык, но и в нем множество слов, роднящих его с грузинским. К концу прошлого столетия население Абхазии возглавлял так называемый владетель, представитель старинного абхазского рода Михаил Шервашидзе. Как и всем тавари, то есть главы самостоятельных грузинских княжеств, он совмещал верховную политическую и гражданскую власть. Последний владетель Абхазии Михаил Шервашидзе был отцом моей бабушки, матери моего отца. Когда аннулировали Абхазское княжество, его русский император сослал в Воронеж. Я помню прекрасно дом в Сухуми, большое родство. Приезжали родственники, среди них и абхазы, и грузины. Но я никогда не слышала, никогда я не замечала, этот абхазец, этот грузин, этот мигрант. Это было одно. Переписка была на грузинском языке. И как бабушка мне рассказывала, что вся канцелярия, работа в канцелярии у владетеля Михаила Шервашидзе, все велось на грузинском языке. Мне 90 лет. Я не могу в этом ошибиться. Рядом с основоположником, созданной в 20 веке абхазской письменности, стоял грузинский культуртрегер Константине Матявариани. Эта книга первая на абхазском языке. Сборник стихов основоположника абхазской литературы Дмитрия Гулия издан грузинами в Тбилиси в 1912 году. Позднее абхазский алфавит был усовершенствован под руководством грузинского академика Акакия Шаницы. Жители Абхазии пользовались им до известной реформы письменности в СССР, которая была проведена в 1954 году. Именно с этого времени по сегодняшний день в Абхазии используется алфавит, основывающийся на русской графике. Может, именно тогда появилась трещина, превратившаяся впоследствии в пропасть.
Историки полагают, что отчуждение началось с приходом турецкого владычества и ислама на запад Грузии, или со времен махаджирства, когда 50 тысяч абхазцев, не приемля российских колонизаторов, вынуждены были переселиться в Турцию. Семена раздора мог завести сюда и министр земледелия Российской империи Ермолов. Его законы поощряли переселенцев из России и даром раздавали исконно абхазско-грузинской территории. Разрыву Абхазии с Грузией могла благоприятствовать и ориентация Абхазского народного совета в 1917 году на союз объединенных горцев Кавказа, хотя против этого выступало тогдашнее грузинское население Абхазии, насчитывающее 42,1% против 21,4% абхазского. 26 мая 1918 года с провозглашением независимости и восстановлением государственности Грузии правительство Демократической Грузинской Республики, не оставив без внимания просьбу Абхазского народного совета, предоставляет ему широкую автономию. Абхазии этого периода угрожают с севера. В России идет гражданская война. Грузинские меньшевики оказывают абхазскому народу военную и экономическую поддержку. Оккупация Грузии частями 11-й Красной армии вносит в грузино-абхазские отношения новые коррективы. Абхазские большевики решили, что если меньшевистская Грузия дала Абхазии автономию, то большевистская Россия должна дать больше, то есть независимость абхазскому народу. И была провозглашена Абхазская Советская Республика. Однако провозглашение носило формальный характер. Никогда Абхазская Советская Республика не была субъектом международного права. И в 1921 году она заключила договорные отношения с Грузинской ССР, которые продолжались до 1931 года. А в 1931 году Абхазия на правах автономии вошла в состав Грузинской ССР. Это вызвало новую волну недовольства и стремления к сепаратизму среди некоторых отдельных политических деятелей Абхазии, но в руках тоталитарного режима, которого оказалась Абхазия и Грузия, эти тенденции не проявлялись. После смерти Сталина, после того, как был расстрелян Берия, и после хрущевской оттепели, у абхазов появилась снова надежда отделение от Грузии, и поэтому сепаратизм снова возродился. 70% всех постов занимали абхазцы. Достаточно сказать, что из 12 министров 8 было абхазцев. Из 6 заместителей председателя Совета министров 4 было абхазца. Руководящие должности и директора завода, фабрик, других организаций тоже в основном были у абхазцев. У нас был свой абхазский университет, у нас было свое телевидение, свои, союзы художников, союз писателей и так далее, свой театр, своя газета, школы, в общем, у нас все это было. Поэтому говорить, о каком-то там ущемлении, конечно, не приходится. Поводом тбилисской трагедии 89-го послужило известное обращение абхазского схода в селе Лыхны к Михаилу Горбачеву, потребовавшего присоединения абхазской автономии к Советской России. По желанию и мнению грузинского населения оно составляло 2,5 раза больше абхазского, не учитывалось. Впрочем, как и в день мартовского референдума, организованного для спасения уже агонизирующего СССР, в составе которого пыталась остаться Абхазия. Просчитались абхазские лидеры и в августе 91-го, безоговорочно поддержав московских путчистов и призвав свой народ всемерно содействовать проведению в жизнь всех решений ГКЧП. Когда во всей Грузии люди освобождались от застойного мышления, здесь по-прежнему развивался красный коммунистический кумач, и Ленин указывал дорогу. Когда в Тбилиси решалась судьба Грузии, в абхазском парламенте, возглавляемом Владиславом Ардзимба, хладнокровно вынашивались планы отделения от грузинского государства. Принимались ущемляющие права грузинского населения законы, менялись статус, конституция, кадры. Вся эта политика в итоге их привела к тому, что 24 июня 1992 года они дошли до того, что осуществили в чистом плане армейскую операцию, окружили квартал, где располагается Министерство внутренних дел, штурмом взяли здание МВД, нанесли оскорбление именно выборочно лицам грузинской национальности, и вся эта история в итоге привело к тому, что МВД раскололось на две части. 75% сотрудников в знак протеста покинули свои служебные места, и в течение 2 месяцев они находились в осадном положении, ожидая ежедневно нападений и физического уничтожения. Почему? Сепаратистским кругам
руководству Абхазии, МВД нужен был как воздух. Нужна была крыша, чтобы легализовать эти незаконные военные формирования. В этот же день в Тбилиси сторонники экс-президента Звияда Гамсахурди, захватив здание телевидения, предпринимают попытку государственного переворота. Вооруженное выступление к полудню было подавлено. Непокорность и неподчинение новым властям выражалась частью населения Запада Грузии, оплота экс-президента, обилием взорванных мостов, тоннелей, железнодорожных магистралей, разворованных составов. К концу 92-го ущерб, причиненный только расхищениями грузов, составил 12 миллиардов рублей. Пристанища преступных групп располагались и на территории Абхазии, руководство которой не сумело должным образом организовать охрану дорог собственными силами. Поэтому Президиум Госсовета Грузии решил ввести на протяжении всей железнодорожной магистрали Грузии от российской до азербайджанской границы чрезвычайное положение. Охрана дороги была поручена правительственным войскам. Вот и первые части появились, они стали передислоцироваться на территории Абхазии. Происходил обычный процесс в рамках одного государства. О каком применении силы, так сказать. Речь шла о том, что эти войска будут сопровождать поезда. Однако неожиданный огонь, открытый боевиками Абхазской гвардии у села Илори, появление первых убитых и раненых спровоцировали бой. Соглашение, достигнутое в первые дни конфликта, было сорвано по вине абхазских снайперов, засевших в Сухуми. Грузинские войска вынуждены были войти в город. А в городе они были 3 дня. Они здесь грабили, издевались над людьми, оскорбляли всех, кто не абхазец, и вот все, что было. Я заходил лично в город. Из наших никто не заходил. И я видел, это 12 трупов, вообще что к войне никакого отношения не были, мирные. На улице валялись убитые, валялись. В парламенте Абхазии был такой инцидент. Официально заявил наш Ачба, я его имя, отчество не помню, он заявил, что мы, говорит, заставим грузин стрелять, говорит, в абхазцев, а потом, говорит, мы, говорит, всеми силами уничтожим, говорит, их. Я не знаю, что он имел тогда в виду. Уже тогда абхазских лидеров, настроенных против Грузии, пообещал им солидные партии оружия, боеприпасы и живой силы, обнадежили красно-коричневые генералы бывшей советской армии и конфедераты Северного Кавказа. Покинув Сухуми и перебравшись в Гудаута, глава абхазских сепаратистов Владислав Ардзимба предпочитает переговорам с руководителем грузинского государства Эдуардом Шеварднадзе конфронтацию. По всей Абхазии, от Гудаута, как раз тот район, где были расположены российские войска. Вот эта десантно-штурмовая бригада, которая туда введен, кстати, без согласия с нашим правительством. На этом месте был расположен штаб 643-го зенитного ракетного полка, это полк противовоздушной обороны. Аэродром, вот этот стратегический аэродром истребительного авиационного полка 19-й отдельной армии противовоздушной обороны. Как раз объект, где были сосредоточены в основном все военная инфраструктура Абхазского региона. Оружие они получили заранее, до начала конфликта. Подполковник Долгополов, это же 19-я армия противовоздушной обороны, передал им 6 боевых машин пехоты. 14 августа 1992 года был ограблен склад Гудаута. С этого склада они получили 984 автомата, 267 пулеметов, 18 ручных пулеметов, 600 сигнальных ракет, 500 гранат и так далее, и так далее. Кровавые события начались еще 1 апреля 1989 года. Потом уже 15-16 июля, как вы знаете, была первая такая стычка, когда было ранено только более 500 человек грузинов, убито 15 человек, среди них 9 грузинов, с той стороны всего 48. Вот этническая наша несовместимость была разыграна, я так думаю. А причиной послужил университет, который раскололся по национальному признаку, потому что уже много организаций были расколоты по этому признаку. Это была политика такая. Все эти события, вы знаете, связаны с конфедератами, которые объявляют город Сухуми своей столицей. Идет искажение истории. Мы молчим, естественно, как ученые, так и наши политики. Естественно, эти люди, которые чувствовали полную безнаказанность, пришли до логического завершения того, чего искали. Войну. И она у них есть. Они нам говорили, мы начнем войну, заставим вас выстрелить первыми, и все мировое сообщество будет на нашей стороне, как на стороне малой нации. Россия им создавала лобби, и, естественно, показать мировому сообществу лицо агрессора грузина на родной земле.
Это было заранее запланировано с абхазской стороны, когда мы уже обнаружили 38 мин от Очамчири до самой Сухуми. Они были заминированы, под асфальтом они были, они заранее были готовы и ждали нашего захода или военные действия. С первых же дней начала конфликта Эдуард Шеварднадзе в своих обращениях и телефонных беседах с гудаутскими лидерами призывает их к диалогу, предлагая части депутатов, покинувших город, вернуться и провести в Сухуми сессию Верховного Совета. Его призывы остаются без должного внимания, но когда удается все-таки достичь двустороннего соглашения о прекращении огня, военная техника грузинских войск покидает Сухуми, освобождаются абхазские пленные, а 200 северокавказским наемникам разрешают покинуть регион конфликта. Со своей стороны абхазские сепаратисты гарантируют безопасность грузинского населения. 3 сентября в Москве состоялась встреча на высшем уровне между Россией и Грузией в присутствии абхазской стороны и представителей северокавказских республик. Итоговый документ подтвердил неприкосновенность границ Грузии и ее территориальную целостность. Наступил какой-то перелом, и действительно делегация Абхазии поняла, что уходить с такой нашей встречи ни с чем это невозможно. Мы подписали как 2 главы государства России и Грузии, Петр Осипович, но дальше подписались сегодня все военные противостояния прекратить, перестрелку всю прекратить. Мы не допустим, что все, что было сказано, осталось только на бумаге. Мы будем драться за то, что воцарился мир в этом нашем трудном регионе. Я здесь надеюсь, очень надеюсь и на позицию Бориса Николаевича Ельцина, на позицию руководителей республик, которые твердо заявили, что в этой очень сложной ситуации, и материальной, и другой, они окажут всяческую поддержку и не допустят ни истребления абхазского народа, ни дальнейшего попрания прав человека в Абхазии. Если все условия, которые заложены в этом итоговом документе, были бы выполнены, я уверен, что в сентябре же уже конфликт был бы решен мирным путем. Но, к сожалению, было нарушено условие о рассредоточении войск на 3 километра по линии Гумиста. Наши грузинские войска должны были взять под контроль, начиная от российско-грузинской границы по реке Псоу, железную дорогу, автомобильную магистраль и все инженерные сооружения. Однако и этот пункт не был выполнен. Где-то 20 сентября я почувствовал, что происходит крен в политике российской делегации. Я лично это объясняю тем, что 17 сентября – это очень важная дата в российской истории. В этот день произошло объединение так называемых красно-коричневых, всех ультранационалистических сил. И это отразилось и на поведении исполнительной власти России под давлением этих сил. И Россия однозначно, можно сказать, что заняла уже проабхазскую позицию. Осмысливая сепаратизм и реваншизм не только как внутреннюю проблему Грузии, а как глобальную опасность для всей планеты, глава государства, ставшего к этому времени 189-м членом ООН, предостерегает об угрозе сепаратизма на ее 47-й сессии на примере Абхазии. Где меньшинство получило возможность диктовать свою волю большинству. Как это могло произойти? Перед нами классический пример своекорыстного манипулирования правом. По дискриминационному избирательному закону избирателей одной национальности, составляющей всего 18% населения, направляет в парламент Абхазской автономной республики больше депутатов, чем избиратели другой, которые в Абхазии составляют больше половины населения. Ущемлены права и других национальных групп. Для избрания одного депутата абхазца требуется втрое меньше голосов, чем для избрания одного депутата грузина, русского, армянина и так далее. Такой правовой экстремизм в итоге выливается в экстремизм национальный и политический, приводит к резкой конфронтации, отражающей настроение экстремистской части меньшинства,
руководящая верхушка осуществляет жестокий диктат воли, ведет дело к отторжению от Грузии ее исконной территории. Заговоры против Грузии, которые сейчас раскрываются во всей полноте, российская красно-коричневая реакция выступает в одном ряду с крайним фундаментализмом, отечественным фашизмом и сепаратизмом. Мы должны знать об этом. Мир обязан помочь укреплению стабильной демократической России и тем самым нам и себе. В этот же день депутаты Верховного Совета Российской Федерации, давая оценку событиям, происходящим в Абхазии, своим решением сводят на нет усилия глав России и Грузии по мирному урегулированию конфликта, развязав тем самым руки абхазским сепаратистам для дальнейшей эскалации войны. Я думаю, что нам с Борисом Николаевичем надо серьезно определиться, как мы будем строить партнерские отношения. Это уже не отношения, так сказать, старшего брата с младшим. Вот они не понимают этого. В парламенте сидят и думают, что еще империя существует, так сказать, функционирует. Позднее, вернее ровно через неделю, станет ясным, что эта беседа в Кремле не возымела никакого действия на дальнейший ход событий. Двоевластие и двурушничество в России, ее попустительство реакционным силам сыграли злую шутку. Воспользовавшись доверием грузинского руководства, поверившего в незыблемость московских договоренностей, гудаутская сторона вероломно нарушила все пункты соглашения, организовав широкомасштабное наступление на мирные города Гагра, а в последующем Гантьяди, Леселидзе, вплоть до российской границы. Кто там? Грузин там сидит. Смотри, сейчас немного подойдем, ты в метрах 10 от меня сядешь, я пройду и буду их дрочить. Больше половины Гагры мужского пола погибло. Мирное население. Вот именно мирное население. Другое дело, если воин с воином воюет. Но когда ты идешь в дом и ищешь человека грузинской национальности для того, чтобы его убить, это же ужас. 11 человек моих соседей убили, которые просто услышали выстрелы, они вышли, чтобы, посмотреть, что случилось. Их там же убили. Убили, нет, голову отрубили, отрезали, так похоронили мы. Я живу в Леселидзе, село Цалкоты. У меня остались 3 дети. Муж прямо в доме застрелили его. Дом сгорел, ничего у нас не осталось. У нас там жить нельзя было, они выгоняли нас, и вот как нас здесь находимся, вот ничего не имеем, ничего, ни дом, ни одежды, ни деньги, ничего у нас нет. Ни одного грузинского дома нету, все сожгли. Грузинам здесь не жить, сказали. Я выходила, он мне паспорт дал, сказал, что все, запомни, говорит, у тебя назад дороги нет. А я их лечила всех. Мир еще не понял, что такие типы, как Ардзимба, уничтожают и свою нацию, уничтожают и большую нацию. Сегодня с нами воюют наемники. Это русские. Весь Северный Кавказ воюет с нами. Политики не должны играть. Политики должны видеть, что творится с народом. Участвуют чеченные казаки. Русским помогают, техники и во всем. Можете выйти на море, посмотреть, там военный катер стоит, контролирует нас. Если мы что-нибудь предпримем, они нас будут бомбить. Когда-нибудь видели, грузины воевали в Россию? Никогда. А почему мешается здесь Россия? Все, хоть один человек остается, всегда будет защищать свою родину. Я, например, до смерти буду бороться. Чтобы выжить, чтобы не оказаться среди расстрелянных, заживо похороненных, замученных и истерзанных, более 50 тысяч
жителей грузинской национальности покидают родной очаг и спасаются в направлении российской границы. Сегодня мы уже располагаем сведениями Республиканской комиссии по правам человека Абхазии, свидетельствующими о фактах захоронения на мусорных свалках поселка Алахадзе и села Колхида 800 жителей. Я потеряла родного мужа. Он был ранен. Он воевал с братьями Авалянами. Их живых зажгли. А моего мужа на дереве завязали, нарезали, соль сыпали. Потом живой кинули в яму и с трактором засыпали. Сама свидетель, то, что девушку молодую перед отцом изнасиловали ребенку, потом на стол на улице завязали, отрезали оба груди, девочку 20-летнюю, а потом зажгли живем. И отца сверху тоже так сделали. Они очень много жестокость натворили нас. Очень. Я не знаю, как дальше с ними жить. 2 числа так вошли, мой дом сожгли. Мы прятались по Церетели в одной женщине, в армянке. Но она на второй день сказала, что абхазцы, мол, сказали, у кого мы кого найдем среди армян, грузинов, и армян не будет, и грузинов не будет. Она нас вынудила уйти с дома. И после того мы, значит, в этом подъезде, где канализация проходит, там мы прятались с супругой до 11 числа. Вот наши, когда солдаты находились в Гаграх, никого не трогали. Ни одной души не трогали, ни женщин, ни детей. А эти детей даже не пожалели, детей уничтожили. Я извиняюсь за эту нескромность. Беременных женщин убивали, резали. И выкидывали детей. Такие змеи, говорят, родятся как грузины. Вот они кричали все. Мне почти 60 лет. Они меня вынудили, чтобы я оружие брал и защищал свою семью, свою родину. Опьяненные успехом, абхазские боевики и северокавказские наемники преследуют уже другую цель, во что бы то ни стало завладеть городом Сухуми. Поэтому выводят они из строя водонапорные станции, высоковольтные линии электропередач. Накануне зимы город остается без электричества, питьевой воды, газа. Новый микрорайон почти ежедневно обстреливается. Иногда идешь и думаешь, что не вернешься домой живым. Мы работаем в такой организации, что в роддоме дети рождаются, врачи, медсестры, беременные женщины здесь лежат. И очень опасно. Я сама русская, я здесь родилась. И я же за что умираю, я хочу знать. За что, не знаю. Нельзя так издеваться, ведь здесь они старики, с кем воевать-то здесь, над кем воюют? Ночь не спишь, днем не живешь, за полкило картошки умирать, зачем? Зачем мои предки здесь лежат, я куда пойду сейчас? Как можно по живым людям бить, квартиры нам разбивают? Мы уже не спим, ничего не можем, вот так трясемся день и ночь. Света нету, газа нету, дров нету. Волки сидим мы, хуже, волки бегают по лесу, а мы сидим, нам некуда пойти. В Киеве была, в Москве была, нигде не надо с ребенком. Вернулись обратно. Позатирали, все дом разбомбили, все разбомбили, шатаемся теперь. И не надо им было это начинать, и нечего было начинать. Жили вот так все. И в первую очередь квартиры им давали, а мы работали по 10, по 15 лет, пока квартиры получили. Кому им? Абхазцам, а кому? Нам, что ли? Они все 2 года проработал, по договору заключил, уже получил квартиру. А мы еще пахали, в вагончиках жили по 10 лет, пока квартиры пополучали. А теперь наши квартиры вон разгромили все. Сделано прописки в каждой квартире чеченцам, а нас хотели выселить отсюда. Вши завелись, вот ходим в родник, купаемся, голову нечем. Ни свету, ничего, что такое? Ну вот российским парламентариям скажите несколько слов. Чтоб они все повыздыхали, козлы вонючие, больше ничего. Вот так. Пусть пропустите. Почему вы не так сделали? Сюда дали оружие, туда дали оружие. Такое громадное оружие, понимаешь? Что это такое?
Под покровом ночи в город проникают диверсанты. Они поджигают лучшие здания Сухуми, гостиницы, кинотеатры, музеи, морской и железнодорожные вокзалы. Мишенью артиллерийского обстрела стал и колхозный рынок. Только подошла к фруктам между первым и вторым прилавком, и в этот момент разорвался снаряд. Разве успокоишься когда-нибудь? Если бы не ребята-гвардейцы, там куча была, каша была целая людей. Возле меня сзади 3 снаряда упало прямо. Бомбили с вертолетом. Я там сознание потеряла, чудом осталось. Беспрепятственно, минуя воздушное и морское пространство, охраняемое российскими пограничниками, вглубь Грузии, железнодорожных станций Сочи, Адлера, со взлетных площадок Краснодара и Ростова абхазским сепаратистам завозят оружие, боевиков, горючее, предназначенное для боевых действий в тылу в Очамчирском районе в окрестностях Кварчели. Ведь отрезав Сухуми от внешнего мира и зажав его в плотное кольцо блокады, город вынудят сдаться. Ценой неимоверных усилий и жертв грузинским частям удается предотвратить угрозу. Это бессмысленная, понимаете, война. Бессмысленная. Мы должны вместе жить. Зачем мы должны друг друга уничтожать, я не знаю. Но то, что там апартеида, закона, чтобы было в Абхазии жили, значит, первоклассные там граждане, второго класса граждане, этого не будет. Это уже все прошло. Это была коммунистическая стратегия. Давида Димпера, это разделяй властвуй. За что молодые люди погибают? За что? За что погибают? За то, что Ардзимба выпендривается, извиняюсь за выражение, что он там какой-то правитель, такой абхаз, который, значит, любит. Если он любит, он не должен был допустить это. После махаджирства еще ни один руководитель не наносил такого вреда своему же народу, как нанес нынешний руководитель Ардзимба. Фактически генофонд абхазской нации на многие десятилетия выбит этим братоубийственным столкновением. Кому нужно такое абхазское государство, где не будет абхазов? Очень многие смешанные семьи, абхазо-грузинские, живут в Абхазии. И для них это двойная трагедия. Мы сопротивлялись, не хотели, боялись, конечно, на войне. Кто хочет отправить своего сына. Но он сказал, как я посмотрю в глаза моих товарищей, я первый должен поехать. Я и абхазец, и грузин. Я должен найти между ними общий язык. Вот что он говорит. Он все время передо мной стоит, как будто я все время его вижу. Какой счастлив мой муж, что не дожил до этого, что его внука убила абхазская пуля. Призыв северокавказских конфедератов о поддержке военной силой братьев-абхазцев, объявивших Тбилиси зоной бедствия, всколыхнуло всю Грузию. Представители разных национальностей и народов, живущих здесь, пришли к единодушному решению. У нас одна цель – защищать Родину, там, где мы родились, выросли. Будет нужно, значит, мы все сделаем и станем рядом с грузинским народом и будем защищать интересы Республики Грузия. Пусть оставят нас в покое, мы сами разберемся. Ведь это же наше семейное дело, правда же? И почему вмешиваются другие народы? Те, которые к нам мечом придут, от меча и погибнут. Вот это я хотел вам сказать. Мнение Ардзимба о том, что Грузию можно разделить и тем более отдать Северному Кавказу, это никому не дано. Грузия есть, была и будет единой. Представители абхазской интеллигенции, оставшиеся в Сухуми, создают здесь Комитет национального спасения. Многие из них представлены и в заново сформированном правительстве Абхазии. Вместе с бойцами регулярных грузинских войск на защиту Сухуми встают батальоны ополченцев. Я не знал, что война началась. Да? Я ехал из Киева. Вытащили моих детей, выкинули из машины нас и забрали у меня машину. Я пришел после того, как я был в плену, через 5 дней каким-то чудом обменяли нас. Какой я воин в то время? Я не воин, я инженер-технолог. А сейчас я, вот, пожалуйста, я санинструктор и с ребятами на передовой в шромах воюем, хотим освободить свою землю. В преддверии нового 93-го у сухумцев еще теплится надежда. Быть может, войне конец и выпавшим на их долю испытаниям.
Однако декабрьское решение российского парламента, ужесточившего экономические санкции против Грузии, дают обратные результаты. Немые свидетели возрастающей мощи абхазского вооружения, уничтоженные воздушной бомбежкой целые кварталы Сухуми. Только на этой улице за секунду не стало 200 домов. В Адлере на пьяную голову меня уговорили приехать к Гудауту. И якобы для того, что это зона конфликта, можно заработать деньги на оружии. Достать автомат, а вывести его на территорию России помогут. И там же помогут продать. Говорили, мы будем платить, но пока можем только предоставить после взятия Сухуми квартиры в Сухуми. Или же часть освободившихся квартир в Гаграх. Сейчас разбиты люди на несколько подразделений. Это такие подразделения, как Славянский батальон, Казачий батальон, батальон Конфедерации горских народностей, Чеченский батальон, Армянский батальон и непосредственно батальоны вооруженных сил Абхазии. Но все это входит в вооруженные силы Абхазии. Приехали сюда те, которым нравится воевать. К этой категории относятся те люди, которые прошли уже не одну войну в наше время. Это Афганистан, потом Алжир, который, как один мне сказал, единственное, что я умею делать, это неплохо воевать. Больше я ничего говорить не могу. Невольными жертвами войны становятся журналисты, создатели ежедневной хроники. 8 грузин, 1 абхазец, русский лишились здесь самого дорогого – жизни, до конца, верно и честно выполнив свой журналистский долг. Все чаще звучат в Совете обороны Грузии, в парламенте республики призывы к завершению войны. Ведь ежедневно она обходится народу 20 миллионов рублей. В то же время грузинская разведка сообщает о закупке абхазцами новых партий боевой техники с Кольчугинского оружейного завода, о целых составах с боеприпасами и техникой, направляющихся с российской границы в сторону Гагра и Гудаута. Значит, быть весеннему штурму в середине марта атака на Сухуми самая масштабная за всю войну. Свыше 500 абхазских боевика, нашедших здесь смерть, будут перехоронены в конце июля в Гудаута. Но до этого далеко. Затаившись за рекой, они еще совершат многочисленные акты насилия и мщения. К сожалению, я должен сказать, что в селе Каманы расстрелян наш священник. Совершенно невинный, и его пытали якобы в храме, имеется какой-то подвал, где хранится оружие. На самом деле это храм Яна Златоуста, где нет вообще никакого подвала. И они сами убедились в этом, и несмотря на это, вот отец Андрей погиб совершенно невинный. Это мученик, это святой человек. Но я должен сказать, что во время этого конфликта было очень много случаев, когда грузины спасали абхазцев и наоборот, абхазцы спасали грузин. В Сухумском святилище отпевают матушку Таисию, погибшую в своем доме от вражеского снаряда. За упокойную службу по ней проводит ее супруг, старейший настоятель этой церкви. И мы можем нанести массированный удар, и можем бомбить ежедневно Гудауту Кварчели, но стараемся этого не делать, так как считаем, что и город Гудаута, и люди, которые живут в Гудаутах, это наши люди, это наша земля, это наш город, это наша республика. И поэтому мы не хотели бы принимать самые суровые меры. Люди, которые дают команду, что люди, которые сегодня стоят во главе сепаратистского движения, они абсолютно не заботятся ни о своем городе и ни о тех граждан, которые проживают сегодня в Сухуми. Как мог Ардзинба в течение года вести войну? Не имея ни производства, не имея, так сказать, ни своих источников, так сказать, финансов. Откуда Су-25-4 у него? Вот эта тяжелая техника. Откуда этот большой поток боеприпасов, вооружения? Что, диаспора абхазская все это делает? Ничего подобного. Это делают те,
которые имеют, так сказать, претензии на эту землю, которые хотят вложить со временем туда деньги. Это делают те, которым Ардзинба обещал там золотые горы, которым Ардзинба обещал, что они будут в составе России. И он им сказал, если вы хотите, чтобы мы были с вами в составе России, давайте помогайте. И они ему помогают. Тем временем официальная Россия в лице своего полномочного представителя в регионе абхазского конфликта Бориса Пастухова пытается выступить в роли посредника и миротворца. Что касается России, она на вашу улицу, на город Сухуми, она не претендует, в России земли хватает. Но ее граждане стреляли. Земли хватает, но Черного моря не хватает там. И поэтому здесь, это самое, вот это бассейн хотят. Здесь стреляют. И поэтому дают оружие, или же сами воюют против грузинов. Я вам могу сказать, что российские власти такое оружие для убийства не дают. Вы можете верить. Дорогой старший, мы веками здесь живем. Наши отцы-матери и абхазцы, как братья, как сестры, и друг друга уважались, и уважением был. Вот все народ знает, кто здесь стоит. У меня взят абхазец. Вот у меня дома сидит. Внучки, внуки. Сколько мы можем терпеть? Кто это повел, чтобы между грузинами, между абхазами такой конфликт был? Чаша терпения переполнена не только у народа. Недовольство выражает и армия, почти год занимающая оборонительные позиции. Тем более, что к этому времени она уже имеет подобающий армии вид, приобрела профессиональные навыки и сформировала новые кадры. Мы просим вас, вперед, только атака, атака! Хватит уже! Они мирное население бомбят! Мирное! А мирное население мы дадим возможность бомбить. Мы просим еще раз правительству, парламенту, дайте нам возможность вперед! Вперед! До нашей границы, до Лесолицы мы дойдем. И все же руководство Грузии выбирает путь диалога, путь мирного решения конфликта. Эдуард Шеварднадзе, переживший в Сухуми самые трудные и тяжелые дни войны, обращается за помощью в Совет Безопасности ООН, к СБСЕ и к лидерам Большой Семерки. Генеральный секретарь ООН направляет в Грузию несколько своих миссий, которые воочию на местах убеждаются в необходимости участия сил ООН в развязывании тугого абхазского узла. Личным представителем этой международной организации в зоне абхазского конфликта назначается опытный дипломат Эдвард Бруннер. Главная цель моей миссии – обсудить вопрос о том, какой вклад может сделать ООН в дело поисков мира. Сегодня, когда второй день соблюдается прекращение огня, надеюсь, что мы еще больше приближаемся к этой желанной цели, к миру. Вот он, результат очередного обмана, очередного нарушения договора с абхазской стороны. Сгоревшие дома, десятки погребенных под обломками мирных жителей Сухуми, сотни убитых на полях сражений молодых грузинских и абхазских воинов. Лидеры сепаратистов политически проигрывают. Простить же этого они, естественно, не могут. Не осуществился и их замысел о взятии столицы Абхазии. Поэтому они мстят, и мстят жестоко. Поэтому июльские сражения оказались самыми кровопролитными. В день годовщины начала войны, 14 августа в 10 часов утра, на Гумистинском мосту появился этот белый флаг. Мост через реку Гумиста частично восстанавливается, и по нему въезжают первые отряды трехсторонней контрольной группы.
Идея демилитаризации зоны боевых действий, предложенная Эдуардом Шеварднадзе, ее поддержка российским внешнеполитическим ведомством и, наконец, документ о прекращении огня в Абхазии, подписанный российской, грузинской и абхазской сторонами 27 июля в Сочи, дает конкретный результат. Последовавшие за ним разминирование территорий, отвод войск, вывод тяжелой техники сторон – наглядное тому подтверждение. Надежда появляется и у 162 тысяч грузинских беженцев. Хотя, несмотря на примирие, на территориях, контролируемых абхазскими сепаратистами, продолжается этническая чистка и изгоняется коренное грузинское население. Вот сейчас подписали это мирное соглашение. На это можно надеяться, когда после подписания убили 10 человек, из них 2 детей, 12 вообще пропали без вести. Идет массовое уничтожение грузин. Чистка идет этой территории, чистка. Там ни один грузин не должен остаться, и они вообще не представляют того, что мы туда вернемся и будем жить. И я не знаю, мир на это как смотрит. Мир не будет молчать. Мир непременно скажет свое справедливое слово. Сегодняшние изгнанники должны вернуться в свои города, села. Восстановятся, наверное, и старые названия переименованных абхазцами в городе Гагры улиц. И нынешний проспект Нартов будет по-прежнему проспектом Руставели, улица Адыгов – улицей Важапшавела, а Базгов – Церетели. Пусть эти новые названия дадут новым улицам, проложенным совместно всеми кавказскими народами, объединение которых непременно принесет согласие, спокойствие и мир всему Кавказскому региону, населяющим его мужественным, гордым и трудолюбивым людям. Человечество уже прошло тот путь, когда те или иные конфликты должно решать такими путями. Необходим другой подход, более гуманный, более справедливый. Это путь переговоров. Когда имею выступление и обращаюсь к верующим, я всегда упоминаю и разделяю скорбь не только наших матерей, наших грузинских матерей, в семьи которых вошло горе и смерть, но я также разделяю скорбь и абхазских матерей. И у меня есть желание сделать специальную книгу, куда будут записаны имена всех погибших, не только грузин, но и абхазов, потому что они являются жертвами. Если мы духовно возвысимся, если мы преодолеем вот эти препятствия, которые возникли между нами, то Бог мира и любви благословит наши народы, и мы будем пребывать в мире. Завершить этот фильм на оптимистичной ноте, к сожалению, не удалось. 16 сентября на рассвете абхазские войска не без поддержки северокавказских наемников и генералов российской армии в 3-й раз, нарушив соглашение, перешли в широкомасштабное наступление. Десять дней держал оборону безоружный Сухуми. 10 дней вместе с его жителями находился в горящем городе Эдуард Шеварднадзе. На 11-й город пал. Итог вероломного обмана – сотни расстрелянных грузин. Среди них Жиули Шартава, глава правительства Абхазской автономии в составе Грузии. Мэр Сухуми Гуранга Бискирия, комендант города генерал Гено Адамия, другие руководители министерств и ведомств, подчиняющиеся Тбилиси. Это сгоревшие заживо пассажиры 3 гражданских самолетов, сбитых абхазскими ракетами в момент взлета и посадки в Сухумском аэропорту. Это и 500 ни в чем не повинных жителей Ачадара, Ахалдаба, не выдержавших жестоких пыток. Спасаясь от уничтожения в горах Сванетии, 250 тысяч грузин покинули территорию Абхазии. Идея сепаратистов «Абхазия без грузин» воплотилась в реальность.